Ни для кого не секрет, что отношение к братьям нашим меньшим зачастую в Абхазии ниже всякой критики. Но есть случаи, которые вызывают большой резонанс даже среди людей, далеких от зоозащиты. Нашу страну не раз потрясали жестокие истории убийств четвероногих друзей, которые по воле нерадивых хозяев оказывались на улице. И несмотря на все попытки абхазских зоозащитников изменить ситуацию, она по-прежнему стабильно тяжелая. То и дело в социальных сетях появляются публикации об очередных выброшенных на произвол судьбы животных, которых наши волонтеры из последних сил пытаются спасти от страшной погибели. Очередная история отстрела собак повергла в шок даже тех, кто, собственно, к защите животных не имел никакого отношения. На этот раз эпицентром событий стал Гудаутский район, а точнее известный в народе Замостянский край. Средь бела дня неизвестное лицо расстреляло десяток собак. Этих четвероногих питомцев, выброшенных у заброшенного здания еще щенками, выхаживали гудаутские волонтеры. Команда зоозащитников, сменяя друг друга, не только 2 раза в день кормила и поила питомцев, но и лечила, вакцинировала и стерилизовала их. Конечно, девушки мечтали найти дом каждой из этих милых мордашек, и им это вполне удавалось. Но место каждый раз пополнялось новыми, неугодными добреньким хозяевам питомцами. В этот день мы стерилизовали почти 30 животных. Также входило в планах было стерилизовать и часть собак, которые находились на Замостянке. В этот день, к сожалению, утром, когда мы приехали забирать частично собак, на обратном пути, когда уже нужно было забирать остальных, мы увидели трупы животных, которые были разбросаны по берегу. Эти собаки находились под нашим контролем, мы за ними ухаживали, мы за ними следили, мы их вакцинировали, многие были стерилизованы. 8 собак, которых просто жестко расстреляли. Вспоминать своих четвероногих друзей, которых по прихоти неизвестного убийцы больше нет в живых, Макипили особенно тяжело. Нам приходилось несколько раз прерывать интервью, так как вспоминать события того ужасного дня, когда девушка нашла убитыми большинство своих собак, ей было непросто. Зоозащитница, которая посвятила свою жизнь спасению животных, уверена, что причинить вред людям ее питомцы не могли. Они сами их побаивались и выходили из укрытий, только заслышав ее голос. В тот день Макапилия проводила в Гудауте акцию по стерилизации животных, и на Замостянку она заезжала за одной из своих подопечных утром. Когда приехала на место во второй раз за еще одной четвероногой мордашкой, которой также предстояло пройти эту медицинскую процедуру, никто не выбежал ей навстречу. Девушка сразу заподозрила неладное и обнаружила большинство своих подопечных убитыми. Их тела были разбросаны по территории, а некоторых сложили в кучу у мусорного контейнера. Утром, когда получается, что мы разминулись, мы уехали, забрав часть собак на операцию. В это время, получается, где-то с 10 до 11, видимо, шел отстрел. Понятное дело, что в такое время могли находиться и люди, и дети, то есть и ходить с оружием средь бела дня и расстреливать жестоко собак, это как минимум просто, ужасает. За 4 года, к сожалению, я столкнулась впервые с такой жестокостью, чтобы те собаки, которые находятся под твоим попечением, залюбленные, заласканные, откормленные, и чтобы так одним разом кто-то взял и лишил их жизни, я считаю, что такие вещи не должны быть безнаказанными. И в любом случае парламент, он просто должен был, он даже обязан рассмотреть наше заявление и внести закон о защите животных. Такое отношение скотское именно к живности, оно просто поражает. Необходимо сказать, что жалоб на присутствие этих четвероногих питомцев никогда не поступало. Никто не высказывал волонтерам своего недовольства или негативного отношения. Потому для них эта жестокая расправа стала двойным ударом. И за все это время, что мы там находились, с мая месяца, даже ранее, с февраля даже, по-моему, месяца, никаких угроз не поступало, никаких предупреждений не поступало. Эти собаки были все под нашим контролем, они все, мы за ними смотрели, мы их кормили. И ни разу не было никаких жалоб на них, за исключением того, что просто они есть. Они есть, и они никому не мешали. Мы написали заявление. И наше заявление приняли, и причем даже и помогли нам составить это заявление. И ребята из МВД очень серьезно к этому отнеслись.
И также мы написали заявление в администрацию в городе Гудаута. Мы знаем, что они никакого отношения к этому отстрелу не имеют, потому что запреты у нас уже есть на отстрел бездомных животных. И администрация, и ЖКХ никакого отношения к этому не имеют, потому что у нас уже была и договоренность. Собак никто не трогает. За несколько месяцев до этой зверской казни администрация Гудаутского района отменила решение об отстреле бездомных животных и даже выделила участок земли для строительства передержки. Гудаутские волонтеры делились этой радостной новостью со всем миром. И именно тогда у многих зоозащитников забрезжил луч надежды на то, что отношение к бездомным животным в Абхазии изменится. Ведь Гудаутский район стал еще одной точкой на карте республики после Гагарского района и Сухума, где отныне к нашим четвероногим друзьям не будут применяться смертельные убийственные меры. Но несмотря на все усилия волонтеров и властей, для некоторых людей жестокая расправа над животными по-прежнему остается единственным поводом для забав.